верховья Амги. Почему? Здесь, казалось бы, лес не такой уж богатый, чтобы его рубить. Но здесь очень большие залежи невосполнимых природных ресурсов, в том числе, например, и золота. Ну, возможно, хотят под этим делом лес вырубить и потом начать добычу золота и других природных ресурсов. И тогда от Амги фактически это будет грязный ручей, уже не будет той красавицы Амги, о которой поются песни, прославляется природа, чистота Амги, о которой знают все жители Якутии. И у меня, можно сказать, теория о том, что к чему это идет, что, возможно, в течение ближайших нескольких лет в Мегинакангаласском улусе между Телеги и Чемайка начнется добыча алмазов. Ну, там не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что на севере Мирнинского района, в Оленевском, Анабарском улусах, туда надо технику доставлять автотранспортом, большие расходы ГСМ, так людей вахтовым методом туда надо возить. Себестоимость алмазов получается очень дорогой. А тут фактически, ну, это посмотреть даже в федеральных планах, даже до этого, можно сказать, мировые как бы планы были, что Мегинакангаласский в 70-х годах еще было уже известно, что там есть большое месторождение алмазов. И 2016-2017 годов там геологи поработали, подтвердили, что большие запасы. И когда после эпопеи с химзаводом, они поняли, что добыча алмазов это очень тоже грязное производство. И мы просто вот жители центральной Якутии, южной Якутии не знаем, что это таит, например. Иногда так бывает там сообщения о том, что река Вилюй желтая, там марха красная, там много-много. А то, что творится там в Анабарском улусе, что творится в Оленевском улусе, мы об этом даже не знаем. Там наверняка настоящая экологическая катастрофа. И тут рядом с Якутском, в центральном улусе, хотят сделать такой, ну скажем, добычу алмазов. И почему к этому мнению пришел? Потому что, не для того, чтобы жители Мегинакангаласского улуса или Якутска ездили на поезде, так, подвели очень быстро железную дорогу к Нижнему Бестяху. Потом газопровод перекинули в Заречье. Из Вилюйская ГЭС, Нюрюнгринская ГРЭС до Майи подвели электричество. Так, речной порт между Нижним Бестяхом и Павловском построили, фактически уже построили. Реконструкция идет аэропорта. Федеральная трасса Лена, его тоже реконструировали. И все это находится в 50 километрах, даже меньше, от месторождения алмазов. Фактически там вахтовым методом, если будут привозить людей работать, то все здесь рядом, все железная дорога, газ, там ветки подведут железной дороги, трасса будет хорошая, и будет добыча. И тут я вот считаю, что все-таки вот эта разработка будет. Это не улусной компетенции, возможно, или республиканские власти и население могут воспротивиться этому. Как воспротивиться? Еще вот факты, подтверждающие то, что Алроса там собирается добывать алмазы, то несколько лет назад, в 2020 году, по-моему, построили в селе Майя, уже не в улусном центре, большой, огромный дворец культуры, театр имени Ходулова. В Нижнем Бестяхе построили спорткомплекс имени Пенегина. В некоторых населенных пунктах построили школы, детские сады. И все это построила Алроса в Мегинакангаласском улусе. Хотя какое они отношение имеют к Мегинакангаласскому улусу, можно сказать. Они такое не строили ни в Сумтарском, ни в Нюрбинском, ни в Верхневилюйском, Вилюйском или Оленевском улусах.
И тут фактически начинается, покупают, скажем, электорат. В будущем, что мы вам вот социалку сделаем, вы дайте нам разрешение добывать алмазы. И когда вот здесь в верховьях Амги все это изгадят, и Амга будет ручейком, речкой вонючкой, то вот все направления, скажем, сделают как бы канал с этого месторождения в сторону Амги. Вы же сами разрешили, якутяне, чтобы Амгу сделали. Вырубили лес, и все, чтобы она стала речкой вонючкой. Теперь мы туда еще будем с хвостохранилищ алмазных этих туда сливать все химикаты от производства алмазов. Это только, скажем так, теория, да? Как можно противостоять этому делу? У нас провластные, скажем, да, депутаты, скажем, от Единой России, они голосуют всегда за антинародные, антиэкологические такие законопроекты. Очень часто мы это видели, как они продавали, отдавали те же акции Алросы, как они отдавали Мэчелу Нюрнбергский разрез, Эльгу. И таким образом у нас фактически в Якутии ничего не осталось. Мы когда-то в 2000 году были на 17 месте и считались регионом-донором. Сейчас мы самый глубокодотационный регион России. 80-е, 81 место. И вот в ближайшие 5 лет будут разворачиваться все эти события. А законодательное собрание, государственное собрание Ильтюмен, Республики Саха-Якутия, где будут решать депутаты, вот это самое, скажем, такой орган, где, если, например, попадут люди, которые выступают в интересах республики, в интересах населения республики, они, думаю, не допустят того, чтобы экологическая катастрофа была и на Верхней Амге, и в Мегинакангаласском улусе. Но если даже в Мегинакангаласском улусе построят, то уже огромный такой общественный, скажем, надо сделать общественную комиссию, которая бы контролировала все, что, там, чтобы все там было нормально, до катастрофы не дошло. И таким образом призываю население Республики Саха-Якутия проголосовать за тех представителей партий, которые будут защищать интересы именно республики, населения республики, и не допустят экологических катастроф на территории Республики Саха-Якутия.